Таковы наиболее заметные события уходящего дня. Далее наш эфир продолжит рубрика «Мы помним». Сегодня мой коллега Афанасий Николаев расскажет о судьбе нашего современника, ветерана-авиатора, авиатехника 846-го штурмового авиаполка, участника разгрома Квантуйской армии Охлопкова Романа Романовича, который в минувшее воскресенье отметил 90-летний юбилей. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи. Я обычно вот мои новости смотрю, можно и фотографии мои. Вот такие это мои. Вот мой сын. Роман Охлопков хоть и разменял десятый десяток, но с техникой до сих пор на «ты». Освоить интернет ему было куда проще, чем радиооборудование боевого самолета. Романа Романовича призвали в 1942 году, сразу после школы семилетки и ФЗУ. В армии первым делом призывника снова отправили учиться. Непосредственно обучение, что такое спецоборудование самолета, электричество, радиопереборы. И переборы, и радиоустановки и так далее в военных самолетах. Это мастера по спецоборудованию, те, которые вот техникум. Это техники спецоборудования, офицеры, а мы подчиненные. Ветеран показывает фотографии сослуживцев, летчиков и техников 846-го штурмового авиаполка, куда его определили сразу после школы младших авиаспециалистов. Полк базировался в Забайкалье, недалеко от советско-японской границы, и находился в состоянии постоянной боевой готовности. Летчики полка практически ежедневно проводили патрулирование и учебные вылеты. Роман Романович, наверное, единственный человек в Якутии, чей первый полет на самолете состоялся в кабине штурмовика Ил-2. Кто в самолете вообще не летал, мы летали за месяц с Рикара 10 зайдем, и нас, кто желает. И на учение мы летали. Вообще я человек такой, все выдерживал. Молодой был тогда. А отсюда, когда трудно вот пикировать, да, а вот если пики выходит на форсаж, вот тогда как-то тяжело, как-то себя вот нажимает здесь. Но ничего, нормально. В августе 1945 года полк принял участие в 51-й стратегической операции. Летчики поддерживали в наступлении 6-ю гвардейскую танковую армию, совершая по несколько вылетов в день в сложнейших условиях Большого Хингана. На изнуряющей жаре Роман Охлопков вместе с другими авиатехниками готовил самолеты к следующим вылетам. Осуществлялась заправка, загрузка боеприпасов и проверка всех систем. Но, как вспоминает ветеран, самое сложное не работа с самолетом, а ожидание возвращения эскадрильи с боевого вылета. Да. Как самолет вылетел, мы уже все на нервах. Очень, все переживали очень. Но, как я сказал уже, в нашей части ни одного самолета сбито или никакой аварии, ничего не было. Все было нормально. Японские ВВС не смогли соперничать со сталинскими «Соколами». Сказывалось как отсутствие боевого опыта, так и превосходство в технике. Это мы видели. Самолеты у них были очень слабенькие. Они все были... Металлических самолетов не было. Они были фанера и сверху натягивались материи и докрашивали. Летчики и наземный состав 846-го штурмового авиаполка образцово выполнили боевые задачи и встретили конец войны без потерь, дойдя до Ляодунского полуострова. Но когда кончилась война японская, сразу объявили по радио, то есть по радио узнали, это в штабе узнали, и нам, конечно, сказали, конец войны. Уже Япония капитулировала. И сразу радость и так далее. Давай стрелять вверх и ракетами и так далее. Даже через 70 лет после Великой Победы ветеран может дать фору молодым. Роман Романович вот уже несколько лет подряд становится чемпионом республики по бальным танцам в старшей возрастной категории. Несмотря на то, что он уже разменял 10-й десяток, равных ему на паркете нет. Уверена его многолетний партнер Александра Татарина. Очень хорошо водит партнершу. Мне кажется, даже равных ему нет, хотя ему 90 лет.
а мне уже 81. Вот. И это вообще человек, конечно, он очень порядочный, интеллигентный, воспитанный, очень такой, ну, прекрасный человек. Ветеран внимательно следит за новостями в сети интернет, особенно за действиями российских военно-космических сил в Сирии. Фронтовик-авиатор в нашем эфире благословил младших коллег. Мы все по международным соглашениям никаких этих правил не нарушаем. Раз попросили сирийские товарищи насчет военной авиации, это все правильно. Что бы вы хотели пожелать, может, сейчас летчикам, которые сейчас в Сирии, как старый авиатор? Удачи и удачи. Афанасий Николаев, Дмитрий Сергучев и Василий Соловьев. НВК «Саха», Якутск.